Образ седобородого старца на картине Хасолта Акиева перемещает нас в прошлое. В прошлое, когда советский режим в стране еще не наступил. Когда белогвардейцы все еще боролись с зачатками нового государства. Повсеместно создавались партизанские отряды, а их предводители и участники, по сути, боролись не только за счастливое будущее, но и за жизнь. В своей картине «У дупла», написанной под влиянием событий гражданской войны, известный ингушский художник Хасолт Алхастович Акиев, по сути, воплотил два любимых дела – историю, которую он безмерно любил, и изобразительное искусство, под знаменами которого творил. С биографией мастера нас познакомила главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Лейла Алмазова. Хасолт Алхастович Акиев родился в 1942 году. После депортации его семья в 60-х годах вернулась в Ингушетию. И Хасолт Акиев, окончив общеобразовательную школу, пытался поступить в Тбилисскую художественную академию, так как уже в раннем возрасте у него проявлялся художественный талант. Но, к сожалению, ему не удалось туда поступить, потому что для абитуриентов обязательным правилом было то, чтобы у абитуриента было среднее художественное образование, которого, к сожалению, у Хасолта не было. Он поступил в 1965 году в Грузинский педагогический институт, успешно его окончил. После окончания университета он работал в Чечено-Ингушском краеведческом музее научным сотрудником, затем в Министерстве культуры Чечено-Ингушетии. В 1975 году его пригласили в качестве старшего научного сотрудника в Чечено-Ингушский институт истории, социологии и филологии. Работая в этом учреждении, он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Народы Северного Кавказа. Русско-турецкой войне 1877-78 годов». Одновременно он занимался творчеством, об этом говорит факт его участия в 1971 году в конкурсе молодых художников союзных и автономных республик с работой «Дворик Войнахской Сакли». Картина была высоко отмечена членами жюри и Союзом художников РСФСР, которые, кстати, позже и приобрели ее, в чьих фондах она хранится до сих пор. В 1989 году Хасолт Алхастович был принят на работу старшим преподавателем в Чечено-Ингушский педагогический институт, в котором, благодаря его усилиям, год спустя был открыт художественный графический факультет, а он стал заведующим кафедрой эстетического воспитания и деканом. В 1994-м он переехал в Ингушетию, возглавил НИИ имени Чаха Ахриева и одновременно работал в Ингушском государственном университете до конца своей жизни. Хасолт Акиев всегда интересовался историей, и особенно историей гражданской войны и установления советской власти в Ингушетии. И вот именно вот эти документы, которые он смотрел, различные факты исторические, которые он изучал, вдохновили его на создание этого портрета. На портрете изображен герой гражданской войны Юсуп Хакиев. Эта личность примечательна тем, что он воевал в партизанском отряде в 1818-19 годах. Как нам известно из истории, на территории Ингушетии в те годы был прислан чрезвычайный комиссар Северного Кавказа Серго Орджоникидзе. И, конечно, из-за засилия белогвардейцев была угроза его преследования. И Юсуп Хакиев приютил его в своем селе Мужичи, в своем доме, где Серго Орджоникидзе открыл небольшой штаб и руководил действиями партизанского отряда. Юсуп Хакиев был активным его участником. Почему Хасолт Акиев изобразил его на фоне этого старого дерева и дупла? Дело в том, что когда Серго Орджоникидзе преследовали белогвардейцы, он прятал его в этом дупле. И когда советские войска уже отступали с территории Ингушетии, и возникла непосредственная угроза жизни Серго Орджоникидзе, Юсуп Хакиев провел его горными тропами в безопасное место. Хасолт Акиев решил запечатлеть этот образ, и чтобы будущие потомки знали о том, что существовал такой герой легендарный. На картине «У дупла» художник сумел создать выразительный образ народного героя Юсупа Хакиева. На первый взгляд перед нами старик, который сидит у дерева с прищуром в глазах. Но вот если присмотреться, детали говорят совсем о другом. Он изображен такой в черкеске, подпоясанный ремнем, что говорит о его удали, о его стати, о красоте его в молодости.
Вот эти большие натруженные крестьянские руки, которые лежат на коленях, это человек непростой судьбы, который прошел очень много испытаний, которому пришлось пережить разруху, голод. Но все равно в нем, вот несмотря на то, что это уже пожилой человек, в нем чувствуется душевная чистота, воля и душевная мощь. Цветовая палитра, используемая художником, смотрится очень гармонично. Такие приглушенные тона довольно характерны для раннего творчества Хасолта Акиева. Кроме того, грамотно подобранное сочетание цвета и композиции указывает нам на живописный почерк мастера, его самобытная манера, которая не спутаясь ни с чьей другой. В фондах нашего музея хранится небольшая, но очень хорошая коллекция его работ. У нас 18 живописных работ этого художника, написанных в различных жанрах. Вот. Ну, следует сказать о том, что все-таки Хасолт Акиев по большому счету является художником портретного жанра. Картина Хасолта Акиева «У дупла» поступила в Фонд Музея изобразительных искусств Республики в 2002 году. Ее часто можно увидеть на различных выставках, и, несомненно, она является не только гордостью для ценителей прекрасного и искусствоведов, но и классикой портретного жанра, который оставил после себя Хасолт Алхасович Акиев.